Здравствуйте, уважаемые ученики! Я рад снова приветствовать вас на наших уроках биологии. И сегодня мы с вами поговорим о положительных и отрицательных сторонах использования ГМО, этические вопросы применения ГМО. Цель нашего урока – обсуждать этические вопросы применения ГМО. Вообще, как вы знаете, ГМО расшифровывается как генно-модифицированные организмы. И каждый день мы встречаем ГМО в продуктах питания, в некоторых продуктах именно сельского хозяйства. Все генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях и отличаются целенаправленным изменением генотипа организма. То есть мы воздействуем именно на генетический материал исконного продукта, потом получаем разные продукты, которые мы затем используем именно в процессе общепита, например, или в целях сельского хозяйства, в целях производства других полезных материалов, продуктов и так далее. Чаще всего ГМО мы встречаем в кукурузной муке, шоколад, сухое молоко, корм для животных, колбасные изделия, соевое молоко, кукуруза и детское питание. Почему там очень много ГМО? Потому что все организмы, которые используются именно для этих целей, они специально выращены, чтобы давать побольше продуктов, побольше сырья, и они более устойчивы к разным заболеваниям, более устойчивы к засухе, к вредителям и так далее. ГМО было создано именно для того, чтобы повысить урожайность растений, также повысить урожайность разных животных и других организмов. Например, вы знаете, что бактерии используются для производства инсулина. Также и здесь мы используем разные животные и растения для того, чтобы повысить урожайность и вследствие того прокормить все растущее население планеты, потому что поля не можем сильно развертывать или более увеличивать, потому что нельзя вырубать леса для этого. Также у нас очень много территории занимает вода, а не суша. И чтобы прокормить растущее население, ученые создали генно-модифицированные организмы. Итак, ГМО можно подразделить на две основные группы, то есть это аргументы за и аргументы против. За – это повышенная урожайность, возможность выращивания в любых природных условиях, отпадает необходимость в удобрениях, не портится при хранении и перевозке ограниченное количество времени, например, товарный вид, низкая цена, экономия времени при выводе новых сортов и возможность стать полезным путем строения витаминов, лекарственных вакцин. Например, в Африке очень мало еды, и все новорожденные дети болеют такими заболеваниями, как слепота и так далее, потому что там не хватает именно витамина А. С этими целями, то есть ученые создали рис, который содержит в себе повышенное количество витамина А, и те дети, которые употребляли в этот рис, больше не болели бы слепотой. Но, как вы знаете, не всегда люди принимают ГМО за пользу, и некоторые активисты в Африках, то есть специально даже поджигали поля риса, потому что они были против ГМО. Но если посмотреть так, то это ГМО помогло бы очень многим детям сохранить зрение, и, во-вторых, генно-модифицированные организмы быстро растут и более устойчивы к засухе. Поэтому мы могли бы и получить больше урожайности. И есть люди, которые принимают ГМО против, то есть это аргументы против. Нарушение здоровья, например, могут возникнуть аллергии, иногда возникает пищевое отравление, если использовать ГМО без учета. Также оно повышает риск возникновения опасных мутаций в организмах. Организм человека может стать невосприимчивым к антибиотикам, если ГМО используется против всякой норм контроля. Нанесение вреда окружающей среде, то есть генно-модифицированные организмы, их нужно вовремя и под наблюдением всегда выращивать, потом все продукты использовать по назначению. Если, например, посеять разные растения в лесу, там, где нет человека, то эти растения могут очень быстро расплодиться и вытеснить те виды, которые обитают именно там. Экспансия трансгенных организмов может привести к вытеснению обычных растений. То есть везде будут расти именно генно-модифицированные растения. В зависимости от агропроизводителей от крупных трансгенных компаний, то есть все фермеры, все сельскохозяйственные работники, они зависят от компаний, которые делают именно трансгенные семена и трансгенные растения. Это также аргумент против.
Также угроза продовольственной безопасности страны. Например, если нам не будут поставлять генно-модифицированные сорта, то мы можем и остаться без семян, и вследствие этого у нас не будет столько урожайности, как в позапрошлых годах, и мы можем остаться без продовольствия. Поэтому в каждой стране есть разные институты биотехнологий, где производятся отечественные сорта, которые поставляются фермерам. Также плавно мы пришли к биоэтике. Биоэтика – это область исследований, касающихся нравственных аспектов современной медицинской науки, практики, также медицинских, биологических технологий, политики, здравоохранения. На данный момент существует несколько проблем биоэтики, то есть это реанимационная практика, трансплантология, транссексуальная хирургия, клонирование, производство психотропных лекарственных средств и так далее. Все они требуют рассмотрения этической стороны и так далее. Также сложные проблемы – это определение, например, если трансплантология, то кому должен быть пересажен тот или иной орган, или даже то, что можно ли вообще органы пересаживать в целях религии, моральных норм и так далее. Право женщины на аборт, например, также касается биоэтики, сохранять или нет жизнь своего ребенка. Вообще давать такое право или нет. Также проблема оценки суррогатного материнства, как, например, вынашивание чужого ребенка может быть за вознаграждение. Также успехи генной инженерии создали возможность генной модификации и клонирования не только растений и животных, но и высших организмов, включая человека. И, например, в будущем вообще можно ли такое позволить? Это изучает биоэтика. То есть, плавно переходя к всему этому, наша сегодняшняя тема была как бы обсуждение генно-модифицированных организмов. Теперь, когда вы знаете вообще, что такое генно-модифицированные организмы, мы с вами рассмотрели аргументы за и против. Также, как вы знаете, в разных странах есть разные сообщества людей, которые протестуют против генно-модифицированных организмов. Некоторые вступают вообще против использования именно таких растений и животных, некоторые для того, чтобы вообще изъять такие продукты с прилавков, а некоторые вообще специально даже поджигают именно опытные поля, опытные лаборатории и так далее, которые исследуют это ГМО. Если прочитаете, то сейчас, то есть у нас вступили некоторые законодательные нормы, которые регулируют производство генно-модифицированных организмов, и производитель обязан писать на упаковке, что тут использовались генно-модифицированные организмы. И когда покупаете разные продукты, то обратите внимание на состав, если там ГМО или нету. И вообще понятие ГМО, то есть, как мы сказали, оно более широкое, чем просто как бы смесь. По сути, это те же фрагменты ДНК, но взятые из других растений и животных, и также они могут несколькократно повторяться. Например, почему окорочка слишком большое? Потому что вот эти вот участки ДНК, которые отвечают именно за рост, также за общую массу, они, то есть, копируются несколько раз, и благодаря этому мы можем получать более большие, крупные товары. И также, например, почему некоторые кукурузы дают своим зачаткам несколько тысяч семян, а обычно кукурузы только несколько сотен. Потому что там были использованы именно несколько раз копированные участки ДНК и также использованы другие участки ДНК из разных организмов. То есть, приходя к общему выводу, мы с вами еще рассмотрим, полезно оно или не полезно. Но, как говорится, каждый должен сделать сам осознанный выбор, использовать ГМО содержащие товары или не использовать. Также я предлагаю вам дополнительно в интернете познакомиться с новыми исследованиями, которые исследуют ГМО, как воздействует на организм, а потом как бы устроить некоторые дебаты, вообще можно ли использовать ГМО или нельзя. Но факт в том, что такое ГМО и по какому оно принципу работает, должен знать каждый из нас. Многие полагают, что имеющиеся научные данные прямо свидетельствуют об опасности значительной части ГМО-продукции, а ряд специалистов вообще отстает мнение об отсутствии повышенной опасности продуктов, потому что исследования, полученные таким образом, еще не свидетельствуют тому, что продукты, полученные из организмов с генно-модифицированным генетическим материалом, они как бы не полезны в сравнении с выведенными традиционными методами. Поэтому,
как бы можно сказать, что этот вопрос остается открытым. И для этого нужно провести очень много работы исследовательской, просветительской. И мы должны тоже рассмотреть очень много источников. Но я думаю, из того, что мы с вами сказали, обсудили, вы поняли, что такое ГМО, и понимаете, зачем оно выведено и как оно используется. Так, спасибо вам за внимание. Надеюсь, все вам было понятно. Я рад любой обратной связи. Если что, пишите. Спасибо вам большое за внимание.